18 января 1991 года, в ответ на начало операции «Буря в пустыне», Ирак нанес по Тель-Авиву удар оперативно-тактическими ракетами «Скат». Вскоре на территорию Израиля были переброшены несколько американских противоракетных комплексов «Патриот». Однако 22 января, когда Багдад нанес новый удар, они не смогли отразить этот налет. 3-4 ракеты на одну баллистическую цель им приходилось тратить. То есть вероятность поражения у них была где-то в районе 0,2-0,3. Чтобы понять секрет эффективности нашей ПРО, зимой 1993 года в научно-исследовательский электромеханический институт приехали представители Министерства обороны США и предложили продать им батарею комплексов С-300В. Российская контрразведка наложила запрет. Однако Вениамин Ефремов был убежден, что главный секрет не в конструкции, а в алгоритмах, которые заложили наши конструкторы еще в начале 70-х. Скопировать это вряд ли, после элементной базы старая. Вот. Я говорю, наше отставание в вычислительной технике дает основание, что они хоть китайцев привлекут, расшифровывать лет через 10 расшифруют программы. Ефремов оказался прав. Не разобравшись в боевых алгоритмах, американцы отказались от продолжения закупок. А средства, полученные от продажи С-300В, пошли на создание более совершенной системы Антей 2500. Мы сохранили технологию. И сейчас, если закажут Антей 2500, мы сделаем их. И в следующей модернизации сделаем. Все цело.